Можно только представить, сколько еще добрых дел успел бы совершить Робин Гуд, будь у него такой же современный лук. Но в отличие от героя английского эпоса, для этих ребят такой вид оружия прежде всего спортивный инвентарь. Абу Манки в 11 классе и с детства хотел научиться стрелять из лука, но все никак не доходили руки. Месяц назад твердо решил записаться в спортивную школу и, к слову, уже овладел неплохими навыками. Сперва я не знал, конечно, как там стрелять из лука. После того, как меня научили, Берд меня научил, и я уже сейчас знаю, как надо стрелять, что нельзя делать, что наоборот надо. Считается, что лук – одно из самых древнейших изобретений человечества, которое появилось более 60 тысяч лет назад. Его использовали для рыбалки, охоты и позже в войнах. Спустя тысячелетия появилось еще одно применение – в спорте. Популярность стрельбы из лука настолько выросла, что в 1900 году ее включили в Олимпийские игры. Сегодня желающих пострелять из лука становится все больше, что неудивительно, ведь этот вид спорта доступен каждому. Однако, если с первого раза не удалось попасть в цель, не стоит расстраиваться, ведь чтобы получить определенную сноровку, нужно время. Стрельба из лука считается адаптивным спортом, ведь заниматься им могут люди даже с такими проблемами, как травма спинного мозга и ДЦП. Этот вид спорта в первую очередь тренирует сдержанность, глазомер и даже силу. Не все могут участвовать в единоборствах. Например, у нас популярно дзюдо, бокс, греко-римская борьба. То есть не каждый ребенок может себе позволить в силу своих физических способностей участвовать в таких соревнованиях и в таком спорте. Стрельба из лука, то есть этот вид спорта развивает и осанку, и помогает с болезнями позвоночника. Плюс еще это очень интересно, и можно провести досуг с пользой для себя. Пострелять из лука на спортивный праздник приехало около 40 человек. Дистанция 18 метров. В республике этот вид спорта только начинает развиваться, и сегодня его активно популяризует Федерация стрельбы из лука Ингушетии. Для лучников сегодня уготовлено немало призов. Это кубки и, соответственно, грамоты и, собственно говоря, рекурсивный лук, который предоставляется за первое место. Этот приз идет от Федерации стрельбы из лука Республики Ингушетия. Для того, чтобы у людей был какой-то стимул и желание идти дальше и добиваться больших успехов. Пока одни соревнуются в меткости, другие предпочитают мериться силами в интеллектуальной битве. Ребята из Сунжинской шахматной школы, несмотря на юный возраст, демонстрируют хорошую игру и способны дать фору любому взрослому. К примеру, Амир Евлоев в свои 11 лет уже является чемпионом республики и имеет первый разряд по шахматам. Планы на будущее у мальчика далеко идущие. Что тебе дают шахматы? Какая польза тебе от них? Если играешь шахматы, то будешь знать лучше математику. Когда вырастешь, планируешь ли ты стать профессиональным игроком, может быть? Расскажи про это. Я не знаю, я думаю стать тренером. Есть ребята у нас, которые на высоком уровне могут играть. И играли, занимали довольно высокие места. На белой ладье там довольно успешно играли. Поэтому дети у нас очень перспективные, одаренные. Время покажет. Нешуточные баталии к тому времени развернулись на поле. Футболисты клуба Хамхи встретились в матче с местной сунжской командой и пока одерживают верх. В последний раз о Хамхи мы слышали на зимнем чемпионате Чеченской Республики, когда наши ребята достойно провели все матчи и вышли в полуфинал турнира. Физическое состояние и подготовка ребят на довольно высоком уровне, считает тренер клуба. Только ребята после Рамадана тоже вышли, так сейчас потихоньку набирают форму. И, я думаю, будут очень настроены. Ребята рвутся в бой, только дайте им где поиграть, а дальше готовы. Иншаллах, мы постараемся, чтобы нас услышали за пределами. И есть еще у нас приглашение с Кабардино-Балкарии на турнир тоже межрегиональный, и планируем и туда поехать. Короче, как получится, так и будем действовать. Организатор сегодняшних соревнований Минспорт Ингушетии и администрация Сунжского района. По их словам, основными целями проведения Олимпийского дня является привлечение школьников, студентов и работающей молодежи к регулярным занятиям физической культуры, продвижение и пропаганда олимпийского вида спорта. В прошлом году у нас выступали там 3-4 команды по футболу, сегодня у нас 2 раза больше. Если смотреть на то, что в прошлом году нам приходилось искать ребят, которые будут играть, соревноваться с стрельбой из лука, у нас в этом году открыт клуб
где они приходят, уже соревнуются и в таких мероприятиях уже готовыми проявлять себя. Шахматные турниры у нас проводятся, год несколько раз проводятся, поэтому это уже в традиции вошло. Власти района отберут команду из сильнейших спортсменов, чтобы выставить ее на Ингушских играх, которые пройдут в республике уже 29 июня. Михаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.